В эфире «Вести Коми». За лето на базе детских библиотек Эжинского района Сыктывкара организовано и проведено более 90 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1000 юных читателей. Выросло и число детей и подростков, записавшихся в библиотеки. Все это стало возможным благодаря программе летних чтений «Школа добрых дел». Продолжение темы в нашем репортаже. Проект сотрудников библиотечной системы Эжинского района столицы занял первое место в грантовом конкурсе «Северная мозаика» в номинации «Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития». На его реализацию было направлено 63 тысячи рублей. Для ребят, которые стали учениками летней школы, лето прошло весело и познавательно. Они получали зачетки, проходили интересные, сказочные и необычные экзамены и предметы. И в зачетках получали оценки специальные. Скажем, библиотечная семечка назывался предмет, библиотековедение, это профориентация библиотечная. Они смогли и проводить библиотечные мероприятия, и устраивать конкурсы для своих сверстников, и просто с ними общаться, потому что мы все знаем, что наши дети все-таки в интернете. Ребята не только познакомились с профессией библиотекаря, но и своими руками отремонтировали несколько сотен книг и журналов, стали участниками литературных игр и квестов. По итогам программы отметили лучших юных читателей из 10 эжвенских школ. Их поздравила главный вдохновитель конкурса «Северная мозаика», депутат Госдумы России Ольга Савастьянова. Главный вопрос сегодня отметила Ольга Викторовна: как приобщить детей к чтению. Вот что нужно сделать, чтобы у них появился интерес к чтению? Вот вы мне что? Вот помогите, что вы мне посоветуете? Да. Я думаю, что рассказывать об авторах и книгах надо не так, то, что вот он родился, что-то написал и умер. То есть я думаю, что о самих авторах надо рассказывать что-то интересное из жизни, чтобы они поняли, что это тоже живой человек. Под патронажем Ольги Савастьяновой сегодня реализуется целый ряд проектов. У нас ежегодно 5 основных направлений идет. Это мы разделяем те проекты, которые реализуются на базе библиотек, на базе домов культуры или клубов, на базе музеев. Это то, что касается различных творческих коллективов и народные художественные промыслы. И то есть вот это не просто направление, каждый год мы меняем приоритеты. Вот в этом году приоритет семья. То есть мы предложили, что какие проекты в этих учреждениях могут быть, потому чтобы и сохранять, и возрождать, и развивать традиции семейные. Сегодня для ребят организовали квест-игры, где они могли показать, что узнали во время летних чтений «Школа добрых дел». Все получили сертификаты об участии в проекте, лучшим достались призы. Георгий Денисов, Василий Канев, Владимир Шишкунас, Вести Коми.